Доброе утро всем, кто встречает это утро среды вместе с нами. Сегодня 17 июля. День замечательный, солнечный в городе Якутске. По крайней мере, мы чувствуем это вот сейчас здесь, стоя в старом городе возле храма. Кстати, что касается новостей. Сегодня буквально во всей медицинской общественности обсуждается один очень важное распоряжение правительства, которое подписал Дмитрий Медведев. Оно касается диспансеризации населения. Теперь, если ранее все люди могли пройти диспансеризацию всего лишь раз в 3 года, то теперь это могут сделать все желающие от 40 лет каждый год. В Якутии количество людей составляет 600 тысяч человек. И поликлиники специально для этого проводят дни открытых дверей, работают до 8 вечера, поэтому смело можете обращаться в поликлинику по месту жительства и получить необходимый набор услуг. Благо сейчас лето, можно заняться своим здоровьем и выяснить, какие факторы риска у вас имеются. Ну а теперь поговорим немножко о погоде, какая она будет в Якутии. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах в 6 утра плюс 13, плюс 7. Днем плюс 26 градусов. В Заречье плюс 20, плюс 10. Днем плюс 26, плюс 25. На юге республики от плюс 9 до плюс 15. Днем плюс 23, плюс 25. В Вилюйских Улусах плюс 12, плюс 17. Днем плюс 30, плюс 28. В Нижнеудинских Улусах плюс 15. Было утром, днем плюс 28, плюс 27. В Колымандигирских Улусах плюс 12, плюс 3. Днем плюс 18, плюс 5. В Янских Улусах плюс 9, плюс 6. Днем плюс 6, плюс 18. На северо-западе от плюс 3 до плюс 19. Днем плюс 5, плюс 14. В Якутске в 6 утра температура воздуха была 27 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер западный 3,8 метров в секунду. Днем ожидается очень комфортная погода, плюс 24, плюс 26. Переменная облачность и погода ожидается без осадков. Мы продолжаем наш эфир с гостем в нашей импровизированной студии. Это Александр Юрьевич Орлов, старший государственный инспектор по маломерным судам и руководитель Якутского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России» по Республике Саха-Якутия. Ну, тематика у нас достаточно очень острая, особенно когда она стоит в свете последних событий. У нас, как известно, погибло 7 человек на реке Лена, массовая гибель людей. И первый вопрос, наверное, связанный с этим, наверное, будет, Александр Ильич, к вам. Каковы правила безопасности поведения на воде? У нас, как обычно, неизменно остается это в первую очередь безопасность самих людей и безопасность нахождения на водоемах. Зачастую люди пренебреждают этими правилами. Где-то могут не усмотреть, где-то могут на что-то закрыть глаза, что впоследствии там и влияет на подобные мероприятия, такие как происшествия любого рода. Но, естественно, самое главное, неотъемлемое, что если человек он собирается выехать на водоем, будучи покупаться, либо отдохнуть, либо семейный отдых, это надо в первую очередь акцентироваться на том водоеме, который более-менее безопасно является для вас. Имеется в виду, это тот водоем, который разрешен, это не санкционированные, соответственно, места. Это места как можно ближе к самому городу Якутску, чтобы была доступность как и службам спасения, так и вашим подведомственным всяким организациям. Но вообще в целом, что самое главное, это, конечно, безопасность детей, безопасность маленьких слоев населения, это, говорится, незащищенные. Потому что у нас люди зачастую хватает буквально там минуты-полторы, чтобы уже случилась беда. Потому что дети у нас резвые, за ними следить очень тяжело. Поэтому контроль за этими является один из самых главных тезисов. Ну вот понятно, что дети — это самая важная группа риска. Что все-таки нужно, на что обращать внимание, возможно, когда выбираешь место для купания? Какой водоем? Это должен быть, конечно, водоем без течения, желательно, чтобы это была какая-то заводь, либо мелководье. Если мы, допустим, выезжаем сами, что категорически не рекомендуется выезжать на какое-нибудь место, то есть мы выезжаем, мы должны своими силами, как отец, либо мать, пройтись по водоему, убедиться, что в этом водоеме нету ям, нету особых глубин, чтобы там было, ну, грубо говоря, взрослому человеку по пояс, чтобы туда уже выгнать детей. Это может быть один из самых главных. Но все равно, даже такой водоем, после того, как мы его смотрели, он не прекращает быть опасным, потому что у нас есть официально открытые места, где люди могут отдыхать на водных объектах. Все равно рекомендую всем жителям все-таки пользоваться этими местами.
А вот что в первую очередь необходимо сделать? Какие, возможно, реанимационные мероприятия, если мы видим, что человек начинает тонуть, и потом, когда вытаскиваем его из воды? Но в первую очередь, если мы наблюдаем такой негативный, так сказать, случай, то все равно это вызывать как можно больше, ну, вызывать спасателей, потому что человек в меру своих сил он может больше навредить утопающему, либо чем его спасти, потому что не все у нас умеют делать реанимационные, первые реанимационные действия. Тоже искусственное дыхание, можно просто, ну, грубо говоря, сломать грудную клетку, там, если это ребенок, тем более. Поэтому категорически лучше иметь определенный хотя бы базовый навык или позвать человека, который находится рядом с вами, тем более у нас на водоемах очень много сейчас людей отдыхает, можно просто позвать на помощь кто-то, кто обладает более-менее хорошими инструментами, да, для спасения. Вот иногда, вот выезжая на водоемы, те же самые на популярные туристические объекты, к примеру, Курулюр, мы не видим вообще никаких указателей, связанных вот с купанием, с правилами поведения. Вот здесь есть какой-то комментарий от вас, как от структуры, которая курирует этот вопрос? Ну, мы этот вопрос подавали неоднократно, как на правительственном уровне, так и по Республике Саха-Якутия. Он актуален не только у нас, он актуален вообще по всей России в целом. Но вот после недавних событий, да и вообще в целом, сейчас планируется выставление знаков, аншлагов на таких местах, где массовый выход людей. Там, может быть, даже будут выставлены знаки с образной статистикой, что именно или сколько происшествий было на данном объекте, чтобы человек, который прибыл на данный объект, хоть он даже и запрещенный, он просто посмотрел, может быть, для себя что-то понял, ну, и, может быть, развернется и уедет. Но, конечно, информация будет расставлена. На всех подобных местах будет выставлена информация. А где дежурят спасатели и вот как к ним обратиться? Ну, спасатели у нас, как правило, как таковой не курсирует там ни по рекам, ни по водоемам в силу своей занятости, потому что у нас все равно, помимо водоемов, еще много других событий, которые происходят по городу Якутску. В основном это все-таки оставляется ГИМС, если берем водоемы, которые патрулируют, ездит на пляжи, те же несанкционированные берега и общается с людьми, проводим профилактические беседы. Это вот на сегодняшний день, даже та же профилактика, она может быть не особо и действует, но все равно хоть что-то некоторым людям все-таки прислушиваются, разворачиваются и уходят с берега, если это не оборудованное, допустим, место. Спасибо большое. Я напомню, что мы разговаривали о правилах безопасности, безопасного поведения на воде с Александром Юрьевичем Орловым, который является старшим государственным инспектором по маломерным судам МЧС по Республике Саха-Якутия. Спасибо большое. Хочется пожелать, чтобы количество погибших на воде у нас стремилось только к нулю. Сейчас мы прервемся на новости. Передаю слово информационной службе нашего канала. В эфире новости, в студии работает Ольга Башук. Здравствуйте. В России готовятся к испытаниям отечественного препарата для лечения аутоиммунных заболеваний. Они запланированы на осень этого года. Сам препарат борется с хроническим поражением суставов и, по словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, не имеет аналогов в мире. Доклинические испытания показали, что препарат останавливает прогрессирование заболевания у животных, а также приводит к регрессу процессов разрушения суставов. Ожидается, что пациенту будет достаточно применять препарат один раз в 3-5 лет, в то время, когда существующие сегодня лекарства нужно применять каждую неделю или месяц. Если эффективность подтвердится, то это будет прорыв мирового уровня в лечении аутоиммунных заболеваний различного происхождения. Лекарство станет спасением для миллионов людей, страдающих болезнью Бехтерева и псориатическим артритом. Признать экологию естественной наукой и ввести единый государственный экзамен по этому предмету. Такие рекомендации Министерству просвещения дал Общественный совет Минприроды. Как пояснил председатель Ассоциации журналистов-экологов Александр Федоров, требование экологической компетенции выпускников школ сейчас обозначено в федеральном государственном образовательном стандарте. При этом действующая предметная сетка образовательных учреждений не обеспечивает выполнение этого требования, отметил он. Энергетики Нерюнгринской ГРЭС возобновили горячее водоснабжение после планового ремонта. Горячую воду запустили в дома потребителей города Нерюнгри, поселка Серебряный Бор и Беркакит. К слову, это на 3 суток раньше запланированного срока. За время ремонтных работ энергетики заменили запорную арматуру на магистральных тепловых сетях и переложили 1,5 километра трубопровода. Отмечу, что 5 августа будет проводиться второй этап гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей на прочность
влажность и плотность. В этот период предусмотрено снижение температуры горячего водоснабжения. В России ввели ГОСТ на оказание фотоуслуг для новорожденных. Он вступит в силу 1 января 2020 года. Речь идет о фотосессиях, специальных студиях, в доме, парках и других местах. Уточняется, что ГОСТ не относится к фотосессии во время родов. Согласно документу, заказчиками указанных фотосъемок могут быть только родители или законные представители. Они должны дать на это письменное согласие, как и на обработку персональных данных. Фотосессию разрешается проводить только в их присутствии. Установлены и требования к самому фотографу. Он должен быть совершеннолетним, с опытом работы и иметь при себе личную медицинскую книжку. Кроме этого, он обязан следить, чтобы ребенок не оставался без присмотра, а также учитывать чувствительность младенца к свету и шуму. Отмечается, что новорожденными считаются дети в возрасте до 28 дней включительно. Президентский грант в размере 2 миллионов рублей получила ленская некоммерческая организация «Уши, лапы и хвосты». Об основном предназначении данной структуры нетрудно догадаться уже из названия. Добровольцы занимаются отловом щенков, стерилизацией, поиском будущих владельцев безнадзорных животных. Как объяснила руководитель организации, деньги будут потрачены в основном на стерилизацию собак и кошек, а также на проведение различных мероприятий в пользу защиты бездомных животных. С сентября, то есть учебного года, начнутся уроки доброты в школах, в 5 школах города Ленска. На регулярной основе до конца учебного года они будут проходить. И также у нас там заложено обучение 2 волонтеров курсу зоопсихологии, чтобы нам было легче решать те проблемы, которые возникают у владельцев по мере. То есть поведенческие проблемы различные, то есть это одна из тех причин, из-за которых животные оказываются на улице, которые выкидываются, чтобы эта проблема могла решаться. Таковы были новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Спасибо информационной службе нашего канала. Мы продолжаем. Лето – это пора отпусков. Конечно, хочется посетить различные интересные места, в том числе и у нас в Якутии. И о том, как посетить одно из таких интереснейших мест, мы поговорим с нашей гостьей. Это Марьяна Матвеевна Андреева. Она является управляющей, совладелицей туристического комплекса «Арто-Дойду» и депутатом Якутской городской думы. Доброе утро. Доброе утро, Иван. Я так рада в этот такой ясный солнечный день прийти к вам в гости. Пусть день будет у всех удачным. Спасибо. Ну, наверное, первый же вопрос. Чем порадует в этом сезоне туристический комплекс «Арто-Дойду»? Туристический комплекс «Арто-Дойду» в этом году основным нашим таким достижением является, что мы построили большой летний навес вместимостью до 400 человек. И мы уже провели там пару мероприятий. Большой корпоратив многофункционального центра был там, выездной торжественный ужин. Провели вторую практическую бизнес-конференцию, куда к нам посетило около 150 предпринимателей. И мы еще, конечно, готовим ряд мероприятий ко Дню торговли. Вот скоро, на следующей неделе, будет замечательные дни торговли. И к этому дню, 28 июля, мы подготовили большой корпоративный праздник для работников торговли и общественного питания. И с артистами, с ведущим. Ведущий будет Евгений Прокопьев, артисты молодые, звезды. Сергучева Уля Кунней, Джида будет, еще ряд молодых артистов. Будет большая звездная дискотека и, конечно же, очень вкусный ужин от ресторана «Арто-Дойду». А в августе месяце будет замечательный день строителей. Вот к этому дню мы тоже готовим специальную программу, тоже с концертом, с вкусным ужином для строителей. Он уже будет 11 августа. И мы приглашаем, конечно, всех работников торговли и строителей на наши мероприятия провести такое замечательное лето на лоне природы, в самом красивейшем месте. Вообще «Арто-Дойду» он считается местом силы и огромной энергии. И на предыдущий год, как скажем, да, на свой сезон зарядиться вот этой огромнейшей силой и энергией.
Вот вы сказали, что могут приехать, я так понимаю, любые желающие, да? Главное быть представителем торговли, свою семью пригласить, да, на этот праздник? Да, конечно, мы продаем билеты в открытом доступе. Это как бы могут быть и корпоративы, малый и средний бизнес, и небольшие магазины, и большие магазины, коллективы этих. Также точно так же и небольшие строительные компании, большие строительные компании. А навес большой, вместим всех порадуем, всех накормим. Так что, да. А вот, да, сколько человек вмещает? Навес он вмещает до 400 человек, но в этот раз, чтобы не было как бы большой суеты, да, мы где-то сделали, будем продавать около 250 билетов только. Поэтому нужно поспешить, подумать, принять решение, конечно же, выйти на нас, и мы, конечно, все расскажем. Но помимо этого, конечно, наш навес еще очень хорошо для тех, кто проводит летние свадьбы, потому что свадьбы летом на лоне природы – это вообще замечательно. Там очень красивый вид с навеса, прямо зеленая природа и все такое. Фотографии получаются замечательными. Можно обряд провести, простора много. Так что мы приглашаем тоже свадьбы, юбилеи. Конечно, мы всегда открыты, готовы принять и всегда рады нашим гостям. Вот сразу же возникает простой вопрос, вот как у обывателя, сколько стоит это удовольствие? Ну, вот, допустим, я хочу там банкет заказать по поводу свадьбы или юбилея, средний чек какой? Средний чек на одного 1700 рублей на одного. Этот вопрос мне всегда задают и часто, и без арендной платы. Что можно вот с собой, возможно, принести? Что входит в этот средний чек? Средний чек в основном это входит еда, а напитки, некоторые напитки, торт, фрукты, некоторые блюда, которые согласованы с нами, мы, конечно, разрешаем нашим гостям. Вот когда я проезжал мимо, я увидел, что у вас там какие-то появились новые семейные домики. Вот это что за новый продукт? Да, сейчас вот в прошлом году мы запустили благоустроенных 2 домика гостевых, так называемые. Но они сейчас очень стали популярными вообще для семейных, для небольших компаний, дни рождения там справляют. Эти гостевые благоустроенные домики, они с ночевкой. То есть мы их сдаем конкретно на сутки. Там есть все, начиная от холодильника, бытовой техники, кровати, посуды, постельного белья. На улице шашлычная зона, место отдыха. Это, я думаю, что вместимостью до 8 человек. И стоимость этого домика 1500 рублей на человека. Но в эти же 1500 входит 500 рублей заказать еду в ресторане. То есть вы, в принципе, можете прийти со своими продуктами, а можете и покушать в ресторане. И получается, вполне доступно койко-место на одного 1000. Кроме вот всего, что можно еще посмотреть в туркомплексе «Ортодайду»? Рядом с туркомплексом «Ортодайду» в пешей доступности, конечно, находится наш замечательный якутский зоопарк. Летом там совершенно другая обстановка, звери совершенно в другом одеянии получается, да. Недавно, в прошлом году, запустили колесо обозрения. Еще там есть рядом купалка. Через дорогу прямо есть там база заимка, и туда можно сходить покупаться. И там еще, по-моему, есть водные мотоциклы тоже в пешей доступности. И, конечно же, там вот этот этнографический комплекс, где вот эти большие красивые часы, где все любят фоткаться, обозреть себя. Конечно же, наш орел, который возвышается наверху, деревянный, и оттуда прекраснейший вид на долину Эркени. И, если даже на сутки переходить во все эти, как говорится, достопримечательности, у вас времени и не хватит все обойти это. Спасибо большое, Мария Матвеевна, что подошли к нам сегодня утром. Хочется пожелать вам новых интересных проектов, и чтобы гостей всегда в «Ортодайду» было огромное множество. Всего доброго. Да, спасибо вам, что пригласили. А мы продолжаем. Всем известно, что Петр I подарил нам налог на бороду, Новый год и дачи. Узнай он, что типичное воплощение образа загородной усадьбы – это 6 соток, огород и так далее, он бы, наверное, пришел в недоумение, потому что в его время дача – это была огромная усадьба, это был особый презент для приближенных в виде земель под Петербургом. Кстати, слово «дача» произошло от слова «отдавать». Как провести безопасно время на даче, расскажет наш следующий сюжет.
Чистейшая техника безопасности на даче. Рассказывая о цветах, мы как-то забываем, что работа в саду, на грядках и даже в дачном доме требует умения обращаться с разными инструментами. Сезон открыт, а значит, дел на даче стало как минимум вдвое. Навести порядок после зимы в доме и на участке, прокопать, посеять, прополоть и, конечно, отдохнуть. Однако дачные выходные приносят не только хлопоты и радости, но и неприятности. В жаркие дни растет нагрузка на сердце и сосуды даже у взрослых людей. Виной тому повышенная влажность и температура воздуха. Важно не находиться долго в любимой позе дачника, в согнутом положении с опущенной ниже пояса головой. Это вызывает прилив крови к голове, увеличение внутрибрюшного давления, подъем артериального давления, вплоть до гипертонического криза. Пожилым дачникам лучше копать и рыхлить землю садовыми инструментами с длинными ручками, а пропалывать грядки, сидя на скамеечке. Все работы на участке желательно проводить с утра до наступления жары или после ее спада вечером. Не забывайте пить больше воды, чтобы предотвратить обезвоживание. Осторожнее с ультрафиолетом. Солнечный удар, частый случай теплового, симптомы: головокружение и потемнение в глазах, одышка, аритмический пульс, повышение температуры тела, снижение артериального давления, тошнота, рвота и другие нарушения в работе ЖКТ. Чтобы не испытывать на себе солнечный удар, достаточно всего лишь придерживаться нескольких простых советов. Пребывание на свежем воздухе в яркий солнечный день. Лучше надеть солнечные очки, а на голову широкополую шляпу или кепку и пить как можно больше воды. Берегите позвоночник и суставы. Бывает так, что при сельхозработе часто ломит спину, болят мышцы и суставы. Чтобы избежать неприятных ощущений, перемещайте тяжести на тележках или в сумках на колесиках. Не делайте с грузом в руках резких поворотов, рывков, наклонов, избегайте длительных однообразных движений, сквозняков и переохлаждений. Это позволит сохранить здоровье в порядке. Давайте разберем несколько полезных советов, которые помогут дачникам при работе в огороде. Заниматься огородом следует рано утром или вечером, когда солнце находится не в зените. Днем не рекомендуется, поскольку можно заполучить солнечный или тепловой удар. Носите только натуральную одежду, такие как лен, хлопок, вискоза, и обязательно головной убор, чтобы защититься от солнечных лучей. Летом ешьте легкую еду, такую как овощи и фрукты. Ограничьте употребление жирной и белковой пищи. Как можно чаще старайтесь принимать душ или обливаться водой комнатной температуры, чтобы зарегулировать температуру своего тела. Если у вас есть проблемы с сердцем, откажитесь от тяжелой работы в жару. Надеемся, вам пригодились советы и вы узнали для себя, как же все-таки уберечься во время работы в огороде летом. Желаем плодоносящего огорода, хорошего лета и берегите себя. Mobifix тәрілті анығуянықытта тәңе қардылыр. Телефон, планшет өліменінен сетихиләқтік жарықтанар. Телефону тоғычтағына, кәлен отыру құтыншып, тұғбора бұрудыне бір тағар. Программаторда, телефону қостағы жағынан оны клейден беріп құтыншып. Андыз полностью экраны бұл бұқараңандыз тағын ұртық құтыншып. iPhone-ут памяти тебе болан память платынырық құтыншып. Телефон қаддары қарат болан программа обеспечения ұртық құтыншып. Телефон орбыт тағынан телефон ұтын үсі босқа диагностикалан беріп құтыншып. Телефон қаддары үлейір болағына, тұғыры қаддары қолыр батарейкада түргені бітер болағына, оны бейқа алыңғыт босқа диагностикалы құтыншып. Ойынускай улысатын 39 нөмірдәқ жетін бастығы корпуғығар күйтәбет. Mobifix. Спортивные игры в Амге уже закончились, праздник удался, но отголоски этого праздника слышны далеко-далеко за пределами даже Якутии. Спортсмены возвращаются домой, и все отмечают, что этот праздник был по-настоящему спортивный, сплоченный, и особенно радостно, когда спортсменов чествуют по возвращении обратно. Многих чествуют, потому что они вернулись с медалями. Как это происходит, расскажет наш следующий сюжет. Еще совсем недавно на стадионе Чираита команда волейболистов готовилась к играм. Сегодня обе команды, и мужская, и женская, встречали аплодисменты и поздравления на родной Алекпинской земле после завершения игр. Подними, пожалуйста, Оля, наш кубок, который и сама до конца не верила. И когда был полуфинал, мы очень рассчитывали на более успешное выступление
с городом Якутском. Хотя проходили соревнования вообще в такой, конечно, соревновательная атмосфера, это для нас, спортсменов, это самое святое. Все эти эмоции, которые мы оттуда вытягиваем, это, мы этим живем. И для нас это было замечательно, ну, праздник замечательный был. Да, соперники были все сильные, так как соревнования проходились с отбором. Команды отобрались, естественно, все сильные. Все 12 команд, которые были, это все были достойные команды. Пока спортсмены сражались за победу, родные, знакомые и друзья усиленно болели у телевизоров и планшетов, где шла трансляция. Конечно, болеть за Алёпинский район – это самое главное, что можно сделать выигрыш. Переживала, и волнений было много, и столько переживаний, и дикие крики «Ура!» каждой победе. Как только партия была выиграна, дикий крик и прыжки вверх до сотрясания. Впечатлений у участников много. Соревнования прошли отлично. Вообще супер. Все было так красиво. Амгинский район был подготовлен к этим соревнованиям. Ну, на мой взгляд, все соревнования прошли отлично. Пусть не все виды спорта принесли победу, сами спортсмены уверены. Эмоции, драйв, сильные соперники, сама атмосфера, прекрасный опыт и стимул к дальнейшей работе над своими возможностями. Нам надо усилить баскетбол, единоборство, это борьба, настольный теннис. Вот. Ну, много чего надо усилить и тренироваться надо. Елена Фаст, Алёкминск. Если вам тяжело просыпаться по утрам и постоянно переводишь будильник, когда проснулся, то лучший способ быстренько взбодриться – это выпить стакан теплой воды. Во-первых, это поможет улучшить пищеварение и определенную бодрость твоему духу подаст. Кстати, и завтракать лучше спустя час после пробуждения. Самое лучшее время с 6 до 8 утра. Так же, как и программа «Новый день» выходит именно в это время. Всего вам самого доброго и отличного дня. Пока-пока.